Владимир Уйба обсудил с лидерами республиканских общественных организаций инвалидов наиболее острые проблемы, требующие, как уточняется, оперативного решения с участием органов исполнительной власти региона. Маргарита Колпащикова, председатель региональной организации Всероссийского общества инвалидов, проинформировала о ситуации с формированием безбарьерной среды. В том числе коснулась вопросов контроля за исполнением законодательства по созданию условий доступности для маломобильных граждан при строительстве различных объектов. По ее словам, сегодня не всегда или не в полной мере учитывается их доступность. Поэтому после ввода в эксплуатацию новые объекты приходится адаптировать. Все объекты, которые мы мониторили, они все сданы не на 100% доступными. Они буквально сегодня сдаются, завтра попадают в разряд адаптации. И это неправильно. И мы приводили примеры. Это и бассейн в Сосногорске, это и бассейн в Сыктывкаре, это новая школа, которую сегодня в Сыктывкаре сдали. Вроде как мелочи не сделано, но эти мелочи не дают комфортному пребыванию там школьникам или спортсменам. Поэтому очень хотелось бы, чтобы приоритетом вот именно в новом строительстве стало уже соблюдение абсолютно всех норм. Не может быть, что, как нам говорят, это проект 2011 года, вот это никого не должно волновать. Строить мы уже не можем без соблюдения условий доступности для всех граждан. Второй момент, который мы тоже определили и считаем очень важным – адаптация старых объектов, то есть когда идет реконструкция, когда идут ремонтные работы. По закону, 181 закон гласит, все, что подлежит адаптации, согласовывается с общественными организациями инвалидов, расположенных на территории, где находится этот объект, на территории муниципалитета. На сегодняшний день мы тоже этого не наблюдаем. Общественница также напомнила, что одно из приоритетных направлений в работе организации инвалидов является создание условий для трудоустройства и самореализации таких людей. Улучшение качества их жизни в целом. Глава Коми дал поручение назначить Минстрой координатором по созданию безбарьерной среды в регионе. Также Владимир Уйба поддержал предложение Маргариты Колпащиковой по созданию в Сыктывкаре республиканского комплексного центра реабилитации инвалидов, поручив Министерству труда изучить опыт российских регионов и представить соответствующее предложение. Я знаю, что такое социальная реабилитация. Это отдельное направление. Это отдельно. Вот я просто вам, коллеги, предлагаю, мотанитесь в Красноярск, посмотрите, как это выглядит. Ничего не надо выдумывать. Изобретено. Вся страна ездит, республика стоит. С 2008 года ездим на этом. И нужно подобрать объект, я вот к чему, да, сухой остаток. Нужно подобрать вот такой одноэтажный брошенный объект в республике, в Сыктывкаре. Я вас уверяю, что он найдется, такой объект. Потому что мы вот сейчас с Ильей Костиным, там под его вот эту идею создать центр реабилитации людей без определенного места жительства, чтобы адаптировать их снова в жизнь, мы уже нашли два помещения. Два помещения, которые, по сути, были брошены. Но одно, ладно, оно было изъято у запрещенной деятельности, да, у еговых этих свидетелей. А второе, это было же федеральное брошено. Мы же его достаточно быстро перевели из федеральной собственности в муниципальную. Все сейчас реализуем. Вот найди такое же одноэтажное помещение, я еще раз говорю, это вложение, но это не такие вложения, как кажется. Я сейчас не помню, конечно, но вот тогда, в этом 2008 году, мы уложили достаточно небольшие деньги. Кроме того, принято решение о возобновлении с 2021 года работы Совета по делам инвалидов при главе Республики Коми, которая была приостановлена из-за эпидемиологической ситуации.